Таджики разделились на два лагеря и спорят друг с другом. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая угроза нависла над каждым таджиком. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. Война России в Украине разделила таджикистанцев, особенно в соцсетях, на два фронта. Тех, кто поддерживает военное вторжение России, и тех, кто выступает против войны и сопереживает Украине. Одни убеждены, что Россия поступила правильно, в то время как другие говорят, что Россия нарушила все международные нормы, вторгшись в Украину. Некоторые спрашивают, не сможет ли такой сценарий постичь другие постсоветские страны. На этой неделе Махди Сабир, эксперт по военным вопросам и вопросам безопасности и гражданин России, и Алим Шерзамонов, политик и заместитель председателя запрещенного в Таджикистане Национального альянса, высказали свое мнение. Махди Сабир говорит: «Я хотел бы отметить, что Соединенные Штаты разрушили Советский Союз. В обмен на распад Советского Союза они ничего не дали народу, наоборот, попытались натравить бывшие советские государства друг на друга. Если бы США разработали программу наподобие программы Маршалла и выделили больше средств бывшим советским республикам, в этих странах процветала бы демократия и не было бы нужды ехать в трудовую миграцию. В России существует 176 тысяч трудовых квот для мигрантов, но около 3 миллионов таджиков живут и работают в России, а около 1 миллиона получили российское гражданство, и они поклялись не предавать и защищать эту страну». Алим Шерзамонов немного другого мнения. Смотрите, эти русские патриоты и националисты России обрадовались тому, что Крым присоединился к России, и пусть даже из-за пропаганды российского правительства поддержали самопровозглашенные Луганскую и Донецкую республики. Но это колониальная идеология таджиков, занявших позицию на пророссийском фронте. С того дня, как Москва вторглась в Украину, я не вижу другого места для борьбы, потому что здесь речь идет о человечестве и аде, и это насилие. Одна страна вторглась в другую, на ее землю. Я полностью против разрушительной агрессии Путина в отношении этой страны. А какого мнения придерживаетесь вы? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Махди Сабир говорит: украинские националисты только и занимались что пропагандой, а с февраля 2014 года публично выступают против России и продвигают русофобию. На что получил хороший ответ от Алима Шерзамонова. Национализм не имеет ничего общего с украинцами, и в этой стране нет националистов. Есть небольшая группа людей, тех, кто не любит русских. В Украине нет национализма, а вот живя в России, я неоднократно сталкивался с националистами. Сабир: я не согласен со словами Шерзамонова. Мы, таджики, можем развиваться при поддержке России. В одиночку мы не сможем ничего сделать. Почему таджики хотят быть на стороне России? Да потому что они в течение 30 лет видели только пользу от этой страны. У нас взаимодействие с Россией почти 200 лет. На что Алим Шерзамонов ответил: вы хотите сказать, что Россия кормит и одевает таджиков из-за фашистских действий Путина? Таджики, живущие и работающие в России, останутся без работы через месяц-два. Некоторые из моих родственников находятся в России, и их положение уже ухудшилось. А как вы думаете, кто из них прав? Ведь действительно, какая бы ни была политика у той или иной страны, Россия вторглась в суверенное государство, которое живет отдельно, имеет свои законно признанные границы во всем мире. И чтобы, как бы они ни оправдывались, это нарушение против народа, которое должно быть наказанным. Вы согласны? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии, кого вы поддерживаете, просто чтобы высказать свое мнение. Давайте не будем спорить. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.